Всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет такое ремесленное произведение искусства с одной стороны. С другой стороны, обзор у нас пойдет в стиле «что вижу, что пою», для того, чтобы от более простых вещей переходить к более сложным. Значит, сейчас вы видите чехол с таким вот брелочком в виде клыка некоторого доисторического животного, хотя я не уверен, что оно было доисторическим. Чехол вот на таком длинном подвесе, и это говорит нам о том, что это шейный чехол. Соответственно, он надевается с помощью подвеса на шею, и чехол висит у вас на груди. Здесь мы видим рукоять ножа из стабилизированной карельской березы, которая при некоторых углах падения света отливает перламутром довольно красиво. В темлячном отверстии стоит латунная втулка. С одной стороны она довольно интересно подчеркивает само темлячное отверстие, с другой стороны способствует более легкому продеванию темляка, какой бы он ни был, кожаный, как вот в этом случае, с затяжкой, или плетеный какой-нибудь из шнура. Значит, скорее всего, интересно, что же у нас там с вами за нож. И это якутский нож с кованым долом, сталь Х12 МФ, больстер тоже латунный, полированный, выглядит привлекательно. Это якутский нож шейного ношения. Якутские ножи бывают довольно разные, но большую часть из них роднит вот общая часть такая, это элемент кованый дол, который не просто выдолблен, а он куется таким образом, чтобы на противоположной стороне создать вот такую вот выпуклую линзу. Сейчас стоит обратить ваше внимание на то, что это нож с довольно коротким клинком 83 мм. Так как он шейный, нож вполне прикладной. Вообще якутские ножи бывают тундровые и таежные. Тундровой нож отличается тем, что он подлиннее, поуже, и он узкий по той причине, что он в тундре используется по большей части для сверления или какого-то реза. Таежный нож используется для разделки мяса и рыбы, а также для работы по древесине. И вот этот вот способ изготовления лезвия такого своеобразного и особенности заточки, о которых я сейчас буду рассказывать, они дадут вам понимание, некоторые представления, почему же и какие причины образования такого вот дола и в чем его особенность. Значит, начнем с того, что большинство ножей в настоящий момент, представленных на рынке, которые называются якобы якутскими, если вы на них посмотрите внимательно на то, каким образом сделан спуск, и если здесь у нас с вами спуск заканчивается и есть хотя бы 1 мм кромки лезвия, которая заточена под другим углом, чаще всего она еще и симметрично с этой стороны тоже снимается, то это неправильная заточка и не настоящий якутский нож. Чаще всего это делается по причине скорости обработки и некоторого конвейерного выпуска ножей. Дело в том, что вот это вот сведение линзы и спуска до самой кромки лезвия, то есть до конца линзовая, и вот эта сторона, она у нас с вами 0 градусов, то есть вот
Даже не знаю, как показать, но вот так вот вроде видно. То есть здесь нет ничего, кроме вот здесь 0 градусов. И это линзовое сведение нам дает с вами в общей сложности 35-37 градусов, в зависимости от того, как рука какого мастера ляжет. Вот, текущий мастер у нас делает с 35-35,5 градусов спуск и, соответственно, выведение в 0. Подобная особенность заточки позволяет очень красиво и аккуратно работать по замороженному мясу, замороженной рыбе, для того, чтобы делать вот эти тонкие слайсы для строганины. Кроме того, когда мы с вами снимаем шкуру или белую вот эту соединительную плеву, отделяем от мяса, если мы нож ставим плоской частью к мясу, подняли, поддели плеву и вот так вот ведем, то это позволяет очень эффективно снимать, и нож никуда не зарывается. Нож из-за особенностей заточки очень острый, и в нашем случае он выполнен из стали Х12 МФ высокой твердости. Тем не менее, он не предназначен для работы по костям, потому что вам после этого придется довольно много времени потратить на его правку. По древесине он работает довольно эффективно, по мясу замороженному даже и по сырому, по рыбе работает прекрасно. Мы сделаем отдельное видео по нарезке пищевых продуктов этим ножом, если у нас его еще к тому времени не заберут. Пока у нас в единственном экземпляре на изготовление ножа ушло довольно большое количество времени. Вопрос закономерный, как потом этот нож править и затачивать самостоятельно после работы. Существует два способа заточки, и они кардинальным образом отличаются. Когда у вас при работе нож тупится, то у вас есть возможность с помощью, допустим, водных камней, затачивая линзу, вы постоянно будете снимать вот эту часть, и у вас, соответственно, вот здесь режущая кромка, потихонечку вот это вот место, вот здесь оно у нас 3 мм всего, оно начнет сокращаться. Ну и, соответственно, в конце концов вы так или иначе выйдете уже к долу. Я думаю, что там после десятка заточек. Второй вариант заточки предполагает выведение вот этой плоскости. То есть мы здесь также на водном камне ровно выправляем, а с этой стороны мы потом только снимаем заусенец, например, об кожу, хотя об кожу не совсем верный вариант, потому что он туда заправится, то есть об тонкий абразив мы все-таки снимаем заусенец, и потом, если надо, еще кожей доводим до идеала. Сейчас я продемонстрирую то, насколько эффективно этот нож может резать. Мне для этого понадобится вот простой листочек бумаги. Так. Понятно, я даже не буду вам показывать, как он режет бумагу. Я сейчас покажу, как вот этот вот тонкий листочек мы можем взмахрить. Вот так вот мы закудрявили листок бумаги, соответственно, при этом он не продырявлен. Ну и уж как бы никаких сомнений относительно того, что этим ножом я сейчас могу побрить себе волосы, уже полруки обрил, как бы на
домашних экспериментах вот, вам решил показать на бумаге эффективность и остроту заточки. Опять же, в связи с особенностями заточки хотел бы обратить внимание, что это изделие в ножны необходимо вставлять аккуратно. Сначала мы его заводим, потом прям буквально на 2-3 градуса поворачиваем, потому что если мы все время прямо его будем, из-за особенностей лезвия, он вот в этом месте довольно быстро попортит ножны. То есть немного подвернули, вот, вставили, нож сидит в ножнах плотно, не выскакивает, и при этом ножны остаются целыми. Пока нож в единственном экземпляре, стоить будет дорого, но подобные модели мы, я думаю, что осилим 4-5 штук в месяц выпускать. Пишите, будем рады, постараемся еще сделать несколько видео с мясом, рыбой, салом.